За время отбывания срока наказания в местах лишения свободы осужденный характеризуется удовлетворительно, на мероприятия воспитательного характера реагирует правильно, поддерживает связь с родственниками, своим поведением доказал свое исправление, имеет одно поощрение, взыскания не имеет. В судебном заседании представитель К-47, заместитель начальника 47, начальник ЦБ лейтенант Атхаджаев представление поддержал и просил удовлетворить. Начальник специального отдела К-47 майор Полынская дополнительно пояснил, что за время прохождения ВК-47 осужденный Суталинов взыскания не имеет. По состоянию на 15 апреля 2019 года отбытая часть срока наказания составляет 7 лет 11 месяцев 12 дней. Неотбытая часть срока наказания 4 года 10 месяцев 6 дней. Адвокат осужденного Суталинова Харабаев в судебном заседании просил представление удовлетворить, так как опрошены специалисты врачи, подтвердившие его диагноз. Осужденный Суталинов серьезно болен, нуждается в паллиативной помощи для поддержания жизни. Химиотерапия в местах лишения свободы затруднительна. Данный диагноз Суталинова также подтвержден заключением комиссии Министерства здравоохранения Крымской Республики. Осужденный Суталинов поддержал своего адвоката, просил удовлетворить представление. Опрошенные в судебном заседании врачи, доктор медицины профессор Абдулдаев, Токтамушев и Усубаев пояснили, что Токтамушев проводил операцию Суталинова по удалению правой почки. После удаления почки в 70 случаях возникает повторный рост в области ложа удаленной почки, имеются метастазы, состояние Суталинова стабильно тяжелое. Опрошенный в судебном заседании представитель специальной медицинской комиссии начальник МУГ-7 Салтубекова пояснила, что имеется заключение в СТЭК, проводился консилиум специалистов различных областей Министерства здравоохранения, где подтвержден ранее поставленный диагноз. Старший помощник прокурора по надзору законности в учреждениях Шайомова возражала против удовлетворения представления учреждения, просила отказать в удовлетворении, указав, что осужденным Суталиновым не отбыто 2/3 срока наказания, предусмотренного уголовным законом. Изучив представленные материалы, личное дело осужденного, выслушав представителя администрации учреждения Нахаджаева Полынской, осужденного Суталинова, его адвоката Карабаева, заключение прокурора Шайомовой, опросив представителя СМК Салтубекова, специалистов Абдулдаева, Токтамушева, Субаева, суд переходит к следующему. Как установлено в судебном заседании, Суталинов Мурат Абдубекович осужден военным судом Бишкекского гарнизона 21 июля 2014 года по статье 305, часть 2, пункт 2, 4, 5, по статье 30, часть 6, статье 97, часть 2, пункт 1, 3, 5, 6, 15, по статье 28, статье 97, часть 2, пункт 1, 3, 5, 6, 15, по статье 30, часть 2, статье 306, часть 2, пункт 1, статья 304, часть 2, часть 3, пункт 1, часть 4, статья 315 Уголовного кодекса к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, срок до 3 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Применена статья 61 Уголовного кодекса, составляющая 5 лет, 2 месяца, 20 дней. Начало срока наказания исчисляется 23 мая 2016 года. Применен закон Крымской Республики об амнистии от 19 июля 2011 года. Неотбытый срок сокращен на 1/5, то есть на 4 года, к отбытию 16 лет. Применен закон Крымской Республики об амнистии от 28 января 2014 года. Неотбытый срок наказания сокращен на 1/5, то есть на 3 года, 2 месяца, 12 дней. Конец срока наказания 21 декабря 2023 года. Согласно пункту 1 порядка медицинского свидетельства осужденных к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями, их представление к освобождению от дальнейшего отбывания наказания, утвержденное постановлением правительства 25 ноября 2011 года номер 745, медицинскому освидетельствованию подлежит осужденный, заболевший в период отбывания наказания в местах лишения свободы, а также заболевший до осуждения. Если при отбывании наказания у них в результате прогрессирования болезнь приобрела характер, указанные в перечне заболеваний, являющихся основанием для предоставления осужденных к освобождению от отбывания наказания. Приложение 1. Из представленного суду заключения специальной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании осужденного Суталинова в составе 8 членов следует следующий клинический диагноз: рак правой почки, состояние после нефректомии справа, иммунотерапии, рецидив в области ложа удаленной почки, прогрессирование опухолевого процесса, локально-региональный рецидив с прорастанием в печень, множественные метастазы в печени и в легкие, 4-я клиническая группа. Генерализация опухолевого процесса, 4-я стадия, сопутствующий диагноз: легочно-сердечная недостаточность, лимфопения, хронический пиелонефрит единственной левой почки, хронический холецистит, хронический панкреатит, бронхиальная астма, атопическая форма болезни нейро, нейросенсорная тугоухость, люмбальгия, хронический гастрит, гипертоническая болезнь, 3-я стадия. Указанная специальная медицинская комиссия о медицинском освидетельствовании осужденного Суталинова приходит к заключению о том, что в соответствии с пунктом 2 перечня заболеваний, являющихся основанием для предоставления осужденного к освобождению от отбывания наказания, Суталинов может быть представлен к освобождению от отбывания наказания.
С настоящим представлением начальник учреждения 47 обратился в суд 24 декабря 2018 года. В силу части 13 статьи 8 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года номер 10 о введении в действие Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона об основах амнистии и порядка применения, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы или представления на решения по уголовным делам, поданные до вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, а также дела, рассмотрение которых не завершено на момент вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления его в законную силу. В силу части 2 статьи 3 УПК Кыргызской Республики, редакции 2017 года, Уголовно-процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий прямо или косвенно право участника процесса, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет. Соответственно, настоящее представление подлежит рассмотрению в соответствии с положением УПК Кыргызской Республики редакции 1999 года. В соответствии с частями 1 статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса редакции 1999 года, в случае, когда осужденный во время отбывания наказания заболел психическими расстройствами или иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд по представлению начальника учреждения или органа, ведущего исполнением наказания, на основании заключения врачебной комиссии вправе освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Положение части 1 статьи 363 УПК Кыргызской Республики, редакция 1999 года, подразумевает, что суд вправе, а не обязан освободить осужденного, заболевшего тяжелой болезнью от наказания. При этом, согласно части 3 статьи 363 УПК Кыргызской Республики, при решении вопроса об освобождении дальнейшего отбывания наказания, лиц, заболевших тяжелой болезнью, препятствующих отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших психическими расстройствами, судья учитывает тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства. В соответствии с частью 2 статьи 12 Уголовного кодекса редакции 2017 года, закон, устанавливающий преступность деяния или ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, не имеет обратного действия, ввиду чего суд в качестве норм материального права руководствуется положением статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики редакции 1997 года. Согласно части 1 статьи 71 Уголовного кодекса редакции 1997 года, лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим заболеванием, лишающим его возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, а также лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, перечень которых определяется правительством, подлежит освобождению от его отбывания на основании заключения медицинской комиссии. Согласно приобщенной справке характеристики администрации ИК-47 от 21 декабря 2018 года, на осужденного Суталинова следует, что он прибыл в ИК-47 из ИК-27 16 июня 2016 года. За время отбывания срока наказания исправительная колония зарекомендовала себя с положительной стороны, имеет одно поощрение, взыскания нет. Из материалов личного дела осужденного, обозренных в судебном заседании, усматриваются факты неоднократного неподчинения Суталиновым законным требованиям конвоя, неэтичного поведения, угроз, нападения на конвой. Лист дела 96-103. Из медицинских документов осужденного следует, что он находился на стационарном лечении в условиях военно-медицинской службы ГКНБ, Национального центра онкологии Министерства здравоохранения, начиная с марта 2012 года с диагнозом рак правой почки, болезнь Меньера, синдром позвоночной артерии, нейросенсорная тугоухость, глухота справа, люмбалгия вертобриогенного генеза, киста печени, бронхиальная астма. При разрешении настоящего представления суд исходит из отбытого срока наказания осужденным Суталиновым, поведения осужденного, подтвержденного материалом личного дела, продолжительность его заболеваний, полученного им лечения от тяжести совершенного им преступления. На основании изложенных по статьями 1, 5, 8 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года введения в действие Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона об основах амнистии и порядка его применения, статьями 363, 364, 372 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики редакции 1999 года суд постановил: в удовлетворении представления начальника учреждения 47 Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики об освобождении осужденного Суталинова Мурата Абдубековича от дальнейшего отбывания срока наказания в связи с тяжелой болезнью отказать. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения осужденному в тот же срок с момента вручения ему копии постановления. Судебное заседание объявляется закрытым. Стороны, получите копии постановления суда. Надо дивитися, а ви обжалуєте приговор?